Сушу волосы феном час-полтора. Как ускорить сушку волос? Как сушить длинные и густые волосы быстрее? Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос», и сегодня я расскажу, почему ваши волосы долго сохнут и как ускорить процесс сушки волос феном. Почему волосы долго сохнут? На это влияют 5 основных факторов. Во-первых, характеристики ваших волос. Во-вторых, то, какое количество средств для укладки волос вы используете и какие именно это средства. В-третьих, на быстроту сушки волос влияют выбранный фен и выбранный диффузор, если вы сушите кудрявые или волнистые волосы, делаете кудрявые укладки. В-четвертых, значение имеет, насколько мокрыми ваши волосы были перед началом сушки. Ну и в-пятых, конечно же, сама техника сушки имеет значение. Итак, разберемся по порядку со всеми этими пунктами. Первое – это характеристики наших волос, то есть это та величина, на которую мы практически не можем повлиять. Это длина, густота, толщина, пористость и степень повреждения волос. Все это будет влиять на то, как долго ваши волосы сохнут. Более пористые, более поврежденные, более тонкие, более короткие волосы будут сохнуть быстрее по сравнению с менее пористыми, менее поврежденными или длинными густыми волосами. Например, у меня волосы очень тонкие, средней пористости, средней густоты, и они сохнут 1,5 часа естественным путем. Единственное, как можно повлиять на характеристики наших волос и ускорить сушку волос, это стрижка. И под стрижкой я имею в виду не столько убрать длину, потому что, естественно, не каждый будет жертвовать длиной волос ради того, чтобы волосы сохли быстрее. Под стрижкой я имею в виду правильную форму стрижки, подходящую под ваши волосы, под ваш тип волос. Так, если у вас тяжелые, длинные, густые или даже не длинные волосы, правильной стрижкой будет стрижка слоями. Стрижка слоями облегчает густоту волос, и густые, тяжелые, низкопористые волосы будут легче просушиваться феном при правильной стрижке. Второе – это виды и количество укладочных средств, которые вы используете при укладке своих волос. Особенно это актуально для кудрявых волос, для волнистых волос, потому что адепты кудрявых волос обычно используют много средств на свои волосы во время укладки. Так как укладочные средства позволяют снизить пух, позволяют лучше сохранить форму кудрявых волос, особенно если это волнистые тяжелые волосы, то обычно люди используют по 2 стайлинга для того, чтобы форма продержалась и укладка продержалась несколько дней. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую вам убирать стайлинги или термозащиты из своей рутины, чтобы облегчить или ускорить, точнее, сушку. Но вместо этого я рекомендую вам тщательно подбирать и комбинировать между собой стайлинги, подходящие друг другу стайлинги. Итак, первая рекомендация здесь – это не сочетать в укладке стайлинги, которые образовывают плотные пленки на волосах. К таким стайлингам прежде всего относятся кастарды. Кастарды – это такие гели на натуральных полимерах, которые имеют увлажняющий эффект на волосах. И многим нравится пользоваться кастардами за счет того, что они дают такой блеск, гладкость волосам. Однако вместе с тем с кастардами волосы сохнут неимоверно долго. А если вы еще вдобавок сочетаете кастарды вместе с муссами, муссы тоже образовывают плотные пленки, долго сохнущие пленки на волосах, то ваша укладка может сушиться вечно. И я не удивляюсь, почему вы сушите волосы в этом случае по несколько часов. Поэтому я рекомендую очень тщательно продумывать вот эту комбинацию средств, которые вы наслаиваете на свои волосы при укладке. Второе, вы используете слишком много слоев средств, либо слишком большое количество какого-то одного стайлинга. То есть у вас просто-напросто перебор средств. Он может не выражаться в какой-то жирности, он может выражаться в том, что волосы сохнут часами даже с феном. Поэтому старайтесь уменьшить количество каждого средства, которое вы используете, либо старайтесь разводить его с водой перед нанесением на волосы. Это тоже может заметно ускорить процесс сушки волос.
Третье здесь. Если у вас густые низкопористые волосы, то вполне возможно, что они долго сохнут из-за несмываемых кондиционеров, которые вы можете дополнительно использовать в своей рутине. Возможно, для вас несмываемый кондиционер будет лишним. Если вы считаете, что он не лишний, то попробуйте нанести его в небольшом количестве на самые-самые кончики волос, чтобы защитить только эту наиболее уязвимую часть наших волос. Следующий пункт здесь. Можно попробовать использовать гладкие полотенца для того, чтобы отжимать лишнее количество стайлинга после того, как вы сделали укладку. И последняя рекомендация в этом пункте. Можно попробовать использовать те средства, с которыми волосы сохнут быстрее. Это ряд протеиновых гелей, протеиновых сывороток, либо это солевые спреи могут быть, либо специальные спреи-акселераторы сушки волос. В общем, ищите компромиссы в укладочных средствах, их сочетаниях и техниках их распределения. Следующий третий пункт, который влияет на быстроту сушки волос, это то, насколько ваши волосы были мокрыми перед тем, как вы начали сушку. То есть логично, чем мокрее волосы, тем дольше они будут сушиться. Попробуйте отжать воду полотенцем, сделать плоппинг шапочкой для душа, если вы думаете, что полотенце это не ваш вариант. Или просто лучше отожмите воду с волос руками. О том, что такое плоппинг, как его делать, о всех видах плоппинга я подробно рассказала в этой статье на своем сайте acurelykosmos.com. Ссылка в описании к этому видео. Следующий пункт, который влияет на быстроту сушки волос, это выбранный фен и выбранный диффузор, если мы говорим о сушке кудрявых волнистых волос, о кудрявых укладках. Фен и диффузор имеют значение. Фен, конечно, лучше выбирать мощный, от 2000 Вт, лучше профессиональный. Если вы хотите ускорить время сушки, у вас густые волосы, то выбирайте и большой диффузор, либо ищите сразу фен с большим диффузором, либо покупайте такой диффузор отдельно. К таким диффузорам относятся, например, орхидея, крокус, секс-бьюти. Важный момент в том, что какой бы диффузор вы ни выбрали, у него должны быть дырочки по всей поверхности чаши и обязательно дырочки на лапках. Если у диффузора нет дырочек на кончиках лапок, то это делает лапки просто бесполезными. Как выбрать фен и диффузор, я подробно рассказывала в этом видео, можете его посмотреть. А также еще более подробная классная статья с реальными подборками и рекомендациями моих подписчиков есть у меня на сайте. Я ссылку опять же оставлю в описании к этому видео. Фен Dyson, не его подделки, с оригинальным диффузором действительно сушит волосы быстрее. Так, сейчас я сушу волосы в течение 12-16 минут, а раньше с обычным феном от Philips с мощностью 2300 Вт, между прочим, я сушила волосы 20-25 минут. И еще один пункт, который влияет на быстроту сушки волос, это сама техника сушки. Во-первых, выберите для своей модели фена оптимальные температурные режимы. Не слишком горячие, не слишком холодные, не слишком вялые, не слишком мощные. Не сушите волосы холодным воздухом фена, это нелогично, они будут сохнуть очень долго. По мере того, как вы сушите волосы, изменяйте температурные режимы. Так, например, я начинаю сушить волосы всегда с расстояния от головы, и при этом я включаю довольно горячую температуру на Dyson, это вторая температура, и третью мощность, и тогда я обдуваю таким образом на расстоянии все полотно волос. А уже когда я начинаю вкладывать волосы в диффузор, я снижаю температуру до первой, она все еще горячая в Dyson, и снижаю мощность до второй. Мощность вообще могу и не снижать. К слову, чтобы ускорить сушку, начинайте сушить волосы от корней, от прикорневой зоны. Прикорневая зона – это не просто корни, это это 10-15 сантиметров волос. Это очень густая зона, самая густая зона на ваших волосах. Соответственно, чем раньше вы начнете ее просушивать, самую вашу густую зону, тем лучше, тем сушка будет быстрее и эффективнее протекать. Не пытайтесь ложить диффузор всю копну ваших волос, даже если у вас очень большой диффузор типа орхидеи. Вкладывайте в диффузор волосы по частям, тогда они будут грамотнее и эффективнее сохнуть. Технику сушки длинных кудрявых волос я показала в этом видео в Instagram. Также на YouTube у меня тоже есть видео с техникой сушки волос. Думаю, оно тоже может быть для вас полезным.
Итак, это были основные рекомендации по ускорению сушки кудрявых волнистых волос феном. И теперь я призываю к вашему критическому мышлению. Не сгребайте все советы в кучу. Если вам что-то не подходит, например, если вы считаете, что вы не можете отжать волосы полотенцем по каким-то причинам, то и не отжимайте. Значит, этот совет вам не подошел. Вместо полотенца попробуйте что-нибудь другое. Попробуйте сделать плотник шапочкой для душа или обратите внимание на любой другой совет из сегодняшнего списка. Рекомендаций было много. Пробуйте, экспериментируйте, живите долго. Пока!